Имбирь – это просто полезная кулинарная добавка или лекарство? Насколько он полезен и какие у него есть показания и противопоказания? Именно об этом мы поговорим с вами в сегодняшнем ролике и раскроем все тайны имбиря. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий фитотерапевт, нутрициолог и доктор китайской медицины. И я бессменный автор этого канала «Твое здоровье», и сегодня мы будем говорить про чудо-целебное растение, которое вы можете найти уже практически в каждом продуктовом магазине. Давайте начнем разбираться, как мы с медицинской точки зрения можем использовать имбирь и какими же свойствами он обладает, и как мы можем использовать его для того, чтобы стать здоровее. Первое главное свойство, которым обладает имбирь, это воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Про желудочно-кишечный тракт я уже очень много вам рассказывал в разных своих видео на YouTube, и я уверен, что вы их смотрели. И имбирь оказывает наиболее важное действие, которое называется желчегонное. То есть при употреблении данного корня улучшается работа желчного пузыря. Работа с желчным пузырем – это одна из самых главных работ, которую должен производить человек постоянно в течение каждого дня, в течение каждой недели и месяца, потому что именно от него зависит работа всего кишечника. Желчный пузырь является дирижером всего организма, и чем лучше он работает, и чем более качественная желчь синтезируется в печени, тем лучше будет работать сам кишечник. Поэтому употребление имбиря в качестве пищевого продукта будет улучшать желчеоток. Напомню то, что именно желчеоток будет влиять на вашу микрофлору. Именно хороший желчеоток будет обладать противопаразитарным действием. И именно желчеоток будет стимулировать вашу перистальтику. И если вы хотите наладить работу своего кишечника, то, конечно же, это тот продукт, который должен быть на вашем столе. Второе действие, которое оказывает имбирь, заключается в том, что он повышает кислотность желудка. Особенно актуально это будет тем людям, у которых кислотность желудка маленькая, еда стоит в желудке, плохо переваривается. Есть такой термин в аюрведической медицине, который называется огонь пищеварения, или мы его еще называем аюрведические доктора Агни. То есть это насколько ваше пищеварение активно, насколько ваше пищеварение хорошо и быстро переваривают еду. И есть два типа людей. Первый тип людей говорит, что вот у него организм, его желудочно-кишечный тракт переваривает все и даже гвозди. А у других пищеварение вялое. И вот как раз имбирь – это тот уникальнейший продукт, который вот этот огонь пищеварения, то есть пищеварительную силу налаживает. За счет чего? Первое, за счет того, что улучшает отток желчи. И второе, за счет того, что кислотность желудка очень сильно повышается. Поэтому, если вы хотите улучшить свою пищеварительную силу, улучшить в том числе всасывание и усвоение, имбирь – это тот продукт, который был бы для вас идеален. Большая часть пациентов, которые нуждаются в усилении пищеварения, я обязательно назначаю добавление имбиря в отвары, в растворы, либо рассасывание небольших слайсов из имбиря. И уже через 1-2 недели люди начинают ощущать, что у них пищеварение очень сильно улучшилось. Даже бывает на фоне этого уходит вздутие. Вздутие уходит, как правило, из-за улучшения работы желчного пузыря, если вот мы будем рассматривать тот контекст, который с вами обсуждаем. Поэтому имбирь – это замечательное лекарство для того, чтобы повысить вашу пищеварительную силу. Но здесь есть один нюанс, о котором очень мало кто говорит. Он заключается в том, что имбирь имеет противопоказания. И имбирь нельзя тем людям, у которых есть либо язва желудка, либо какие-то процессы по типу эрозии. То есть сначала вам нужно залечить язву и эрозию. Кстати, у меня об этом есть видео на YouTube, обязательно его посмотрите. И только потом, когда вы залечили слизистую желудка, вы уже можете спокойно имбирь добавлять в свой рацион. В юридической медицине говорится о том, что вообще хорошо имбирь пить за полчасика до еды, то есть брать пару кусочков имбиря, заливать кипятком, минуточку 20 хотя бы настаивать, и вот такую имбирную воду пить. Это будет обеспечивать хорошее пищеварение. И я вам тоже это рекомендую. Второе очень важное свойство имбиря, которое используется повсеместно, это противовоспалительное свойство, антиоксидантное свойство. Именно поэтому, когда человек заболевает ангиной, у него насморк, ОРЗ, ОРВИ или грипп,
Именно поэтому большая часть людей добавляет имбирь в свой рацион. Как правило, заваривает имбирь вместе с кипятком и пьют. И я уверен, что большая часть людей, которая меня смотрит, имбирь обязательно пользуют. Если ты пользуешь имбирь, обязательно ставь лайк к этому видео и пиши комментарии, какой у тебя опыт использования имбиря есть и какие полезные эффекты ты с него получаешь. Данное противовоспалительное действие имбиря обосновано его составом. Одно из самых главных веществ, которое в имбире содержится, называется гингерол. Это такое эфиромасличное вещество, которое обуславливает его противовоспалительный эффект. Конечно же, в имбире еще есть большое количество витаминов, и витамины группы В, и витамин С, и большое количество микро- и макроэлементов, которые оказывают вот такое сильное, очень стимулирующее противовоспалительное воздействие. Здесь хотелось бы сказать о том, что, конечно же, имбирь не вылечит какие-то аутоиммунные воспалительные процессы или воспаление суставов, но могу сказать, что при длительном употреблении данного продукта научно доказано то, что действительно будет и небольшой противовоспалительный эффект там и на суставы, и на мягкие ткани, и на другие части тела, но лишь при длительном применении. Но более сильно действие имбиря раскрывается именно при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и других воспалительных процессов в верхней части тела человека. Третий эффект, который мы обязательно должны использовать имбирь для своего восстановления, этот эффект мы называем в китайской медицине выведение холода. Наверное, вы точно встречали людей, у которых вечно холодные руки и холодные ноги. И это с точки зрения традиционной китайской медицины говорит нам о том, что внутри тела человека очень много патологического холода. Этот холод можно получить как из окружающего пространства, когда человек постоянно переохлаждается, ходит в кроссовках зимой, ходит по холодному полу, либо это может быть связано с нарушением кровотока или с большим количеством холодной еды по конституции, по температуре, которую он употребляет. И вот как только человек начинает включать и внедрять имбирь в свой рацион, вот этот холод начинает из тела выходить. Такими же свойствами, кстати, обладают и другие многие специи, которые люди используют. Это и корица, это и кардамон, это и гвоздика, и другие специи. Поэтому, если вам все время холодно, если у вас очень большая зябкость, холодные руки и ноги, то обязательно включайте имбирь в свой рацион и на каждодневной основе, а сейчас у нас на дворе зима, на каждодневной основе включайте отвар имбиря, и вы уже через некоторое время заметите, что вы гораздо лучше переносите холод, и вам уже не нужно будет так сильно утепляться. А если вы пришли с улицы и очень сильно замерзли, для того, чтобы быстро согреться, я вам настоятельно рекомендую это использовать именно с имбирем. И обязательно добавляйте те специи, которые я озвучил выше. Вот, поэтому имбирь – это растение, которое выводит холод и согревает человека. То есть мы его относим к классу согревающих растений. Следующее важное свойство, которое мы используем, это кроворазжижающее свойство имбиря. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к загущению крови, то я рекомендую на постоянной основе, либо хотя бы пару раз в неделю включить имбирь тоже в свой рацион. Но будьте аккуратны с ним. Почему? Потому что при длительном использовании это будет уже оказывать очень сильный кумулятивный эффект на ваш организм. Поэтому, если вы употребляете, если вам доктор назначил антикоагулянты, то обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Вот. Мной уже было давно замечено, что имбирь данными свойствами обладает, но это, конечно же, и научно доказано многими научными исследованиями. Следующее очень важное свойство, которое мы используем при применении имбиря, это свойство повышать иммунитет. Именно поэтому аюрведические доктора постоянно назначают имбирь в связке вместе с медом, с лимоном, с облепихой. Имбирь прокручивают, готовят из него отвары. То есть всячески добавляют его в разные отвары и снадобья для того, чтобы простимулировать работу иммунной системы. Если вы очень часто болеете, либо чувствуете снижение тонуса, и вот вирусные заболевания и бактериальные заболевания в последнее время стали вашими друзьями, то как раз имбирь – это то средство, которое вам нужно будет обязательно дополнительно внедрить помимо тех рекомендаций, которые вам дает доктор. Средство очень простое, продается в любом магазине, поэтому тоже рекомендую к использованию. Дальше.
Антисептические и антипаразитарные свойства данного корня тоже интересны. Именно поэтому, когда вы приходите в суши-ресторан или в суши-бар, вам дают обязательно к суши имбирь. Имбирь, улучшая желчеоток, про который мы с вами говорили, улучшая кислотность желудка и содержа в своем свойстве специальные такие вот санирующие вещества, действительно обладают небольшим противопаразитарным действием. Поэтому, когда вы занимаетесь противопаразитарным очищением или вы употребляете большое количество рыбы, который является источником паразитов, то обязательно, мои друзья, добавляйте в свой рацион имбирь. Это тот продукт, который вам поможет дополнительно защитить свой организм от паразитов. У меня, кстати, есть на моем портале курс, который называется «Стоп-паразит». Это лично мой разработанный курс для профилактики и лечения паразитоза. Его прошло уже большое количество моих пациентов, учеников, читателей, зрителей. И если вы хотите избавиться от паразитов, либо заниматься профилактикой, то данный курс я рекомендую. Это большой методический материал, в котором я подробно расписал многоэтапное такое очищение от паразитов с грамотной подготовкой по восстановлению желудочно-кишечного тракта, восстановлению желчеотока, восстановлению слизистых, и только уже потом мы переходим к очищению от паразитов. Поэтому если вас данная тема интересует, обязательно рекомендую данный курс. Ссылочку на данный курс я оставлю в описании. Следующее очень интересное свойство имбиря заключается в том, что он влияет на потенцию, как и у мужчин, так и у женщин. Конечно же, я не могу здесь говорить о каких-то очень сильных свойствах, но за счет того, что имбирь улучшает кровоток, за счет того, что он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и обладает теплыми и горячими свойствами, про которые мы уже с вами обсудили, он будет способствовать повышению потенции. И многие уже люди, которые длительное время имбирь принимают, да, там 1 месяц, 2 месяца, действительно такие вещи отметили. Поэтому, если вы дополнительно хотите улучшить свое либидо, улучшить функциональное состояние половой системы, то имбирь – это та добавка, которая является абсолютно безвредной, если, конечно же, у вас нет нарушений слизистых, которые вы можете добавить для того, чтобы поднять жизненный тонус своей половой системы. Следующее свойство, которое мы используем в имбире, это больше кулинарные свойства. Я, например, своим пациентам обязательно рекомендую, как я уже выше говорил, добавлять имбирь к рыбе, обязательно рекомендую добавлять имбирь к приготовке мяса, и получаются потрясающе вкусные блюда. И я, кстати, сейчас в своем телеграм-канале очень много веду рубрик по теме питания, по полезным продуктам, по полезным напиткам. Поэтому обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, там очень интересно. Это мой авторский телеграм-канал, веду его лично я, то есть вся информация от меня, и там в том числе можно задать мне вопросы. У меня там такой постоянно идет непрерывный диалог с моими читателями. Если вас интересует тема оздоравливающих продуктов и оздоравливающих напитков, то у меня есть специально для вас огромное мое авторское меню детоксикационное, в котором больше чем 50 страниц детоксикационных блюд, которые позволяют наладить работу желудочно-кишечного тракта, очистить свой организм от токсинов, избавиться от отеков и восстановить иммунитет. Я все это составлял в свое время специально для своих пациентов, чтобы улучшить результаты лечения. И теперь данное меню доступно для всех моих зрителей, всех моих читателей. Рекомендую данные блюда включить в свой рацион, и ссылочку на данное блюдо можно будет получить внизу под видео. Рекомендую. Мне постоянно, кстати, приходят очень приятные теплые отзывы по поводу данного меню. Я сам им пользуюсь. Сам использую те продукты, которые рекомендую своим пациентам и своим слушателям. Возвращаясь к теме имбиря, могу действительно сказать, что это потрясающе сильное растение, и его нужно использовать. Еще есть одно такое свойство, которое часто используют многие люди.
Имбирь очень хорошо помогает при тошноте. То есть, если вас тошнит, то вы можете использовать маленькие вот такие тонкие слайсы из имбиря и начать их рассасывать. Тоже рекомендую попробовать. Если у вас будут интересные наблюдения, пишите обязательно комментарии внизу под видео. Что же мы можем делать из имбиря? Да? Какие мы блюда можем приготовить? Да? Или какие рецепты существуют? Первый, самый главный рецепт я рекомендую в формате отваров. То есть вы просто берете имбирь, хорошо его промываете и нарезаете мелкими такими слайсиками. К имбирю я рекомендую добавить и другие специи, ягоды. Я вот люблю очень такую рецептуру. Я, кстати, пил ее сегодня. Это имбирь, гвоздика, кардамон, бадьян. И к этому еще добавляю пару долечек лимона и ягоды облепихи. Все это мы заливаем 100-градусным кипятком. И это нужно где-то потомить, то есть подержать порядка 30 минут, чтобы вот эти все полезные вещества выделились в раствор. И дальше вот этот напиток рекомендую пить. Особенно это актуально в зимнее время года, потому что он и повышает иммунитет, и улучшает работу пищеварения, выводит холод, и повышает антиоксидантную защиту организма, но вы уже все сами знаете, что он делает. Второй рецепт, который я часто рекомендую людям, это употребление просто имбиря в слайсах. То есть, если у вас болит горло, если у вас дерет горло, если есть какие-то проблемы с этой зоной, то просто начинайте имбирь сначала прожевывать хорошо, и потом уже можно его проглатывать. Но важно какое-то время его подержать в ротовой полости для того, чтобы вот эти все нужные ингредиенты эфира масличные, они дошли до горла. Либо при тошноте можно тоже его использовать в слайсах. Многие, у кого слабый огонь пищеварения, слабый агни, я рекомендую точно такую же рецептуру, за полчасика до еды маленький кусочек имбиря, маленький кружочек пожевать. И вы точно увидите, что после имбиря пищеварение у вас будет работать гораздо лучше. И то, от чего раньше возникала тяжесть или вздутие, после употребления имбиря сразу уйдет. Третью рецептуру, которую я предлагаю, это использование имбиря в прокрутке. То есть вы берете имбирь, прокручиваете его вместе с лимоном, с медом и с ягодами. Готовите такую полезную смесь-варенье, но, конечно же, там не будет сахара, и употребляете данную смесь по чайной ложке 1-2 раза в день. Данную смесь я часто назначаю своим пациентам, как большим пациентам, так и маленьким, и мои пациенты начинают отмечать уже через пару недель, через месяц, что либо стали себя очень хорошо бодро чувствовать, либо потом вообще рассказывают, что весь сезон не болели. Такую рецептуру, я помню, мне еще готовила моя бабушка, когда я был маленький, и только в 23 года я вспомнил, что, оказывается, вот эту рецептуру я сам когда-то потреблял. Моя бабушка была очень предусмотрительной и занималась моим здоровьем, занималась здоровьем моей двоюродной сестры, и вот всякие такие полезные смеси нам готовила. Я, конечно же, будучи маленьким ребенком, не спрашивал у нее состав, мне это было не сильно актуально и интересно, главное, чтобы он был сладким. Поэтому я интересовался больше вкусовыми свойствами. Но вот в возрасте, про который я вам сказал, я вспомнил, что моя бабушка, будучи предусмотрительной, вот такие рецепты мне готовила. Что я еще рекомендую? Еще можно использовать имбирь в формате БАДа. Этот БАД есть в продаже, там самое главное вещество содержится. Его я, как правило, рекомендую при проблемах с пищеварением. Поэтому, если у вас есть проблемы с пищеварением, его тоже можно и в виде БАДа добавить. Там это вещество, оно в наиболее концентрированной форме. Если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, специально для этого у меня есть мой курс, называется «Здоровье в твоем животе». И на данном курсе я подробно рассказываю, как решить любые проблемы с пищеварением, будь то проблемы с поджелудочной железой, желчным пузырем или с кишечником. Если интересно, то ссылочка будет внизу под данным видео. Итак, мы с вами обсудили всю пользу имбиря, и я уверен, что вы данным видео поделитесь со своими друзьями, чтобы они узнали о всех этих целительных свойствах имбиря, тоже начали пользоваться, особенно когда на дворе жуткий холод, когда люди часто болеют из-за того, что очень много этого холода проникает в организм. И если вам это видео было интересно, обязательно ставьте огромный жирный лайк, обязательно пишите комментарий,
Потому что именно ваши комментарии помогают продвигаться моему видео, и чем больше вы напишите комментариев, тем больше людей узнают про пользу имбиря. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Благодарю вас за внимание. Я уверен, что оно вам было полезно. И всем пока-пока.